Здравствуйте! В эфире новости спорта, в студии Власий Сергеев. Организаторы международного легкоатлетического турнира в немецком Котбусе исключили россиянку Марию Лосицкене из числа участниц соревнований. Напомню, российские спортсмены из-за санкций, наложенных на Всероссийскую Федерацию легкой атлетики, должны получать разрешение от Международной ассоциации для участия в соревнованиях в нейтральном статусе. В конце ноября организация решила приостановить выдачу разрешений представителям России до окончания разбирательств по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил. 27-летняя Лосицкене является трехкратной чемпионкой мира, а также победительницей европейского первенства. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова потерпела поражение от испанки Гарбинье Мугурусы в четвертьфинальном матче открытого чемпионата Австралии. В первом сезоне турнир серии «Большого шлема» проходит в Мельбурне. Встреча завершилась со счетом 7-5, 6-3 в пользу 26-летней испанки, для которой выход в полуфинал стал лучшим показателем в ее карьере на этом турнире. 28-летняя Павлюченкова находится на 30-й позиции рейтинга женской теннисной ассоциации. Мугуруса идет на 32-й строке. В полуфинале турнира испанская теннисистка сыграет с представительницей Румынии Симоной Халеп. Открытый чемпионат Австралии завершится 2 февраля. Игроки московского «Динамо» на своем льду выиграли у нижегородского «Торпедо» в матче регулярного чемпионата и обеспечили себе участие в плей-офф континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 5-1. В составе победителей дубли оформили Дмитрий Яшкин и Тему Пулкинин. Одну шайбу забросил Михаил Чайковский. У нижегородцев отличился Джордан Шредер. «Динамо» занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 69 очков. «Торпедо» идет 8-м, имея в активе 56 пунктов. В следующем туре регулярки московский клуб дома встретится с рижским «Динамо», а нижегородцы в гостях сыграют с ярославским «Локомотивом». Оба матча пройдут 30 января. Футбольный клуб «Астон Вилла» стал первым финалистом Кубка английской лиги. Бирмингемцы накануне в ответном полуфинальном матче турнира со счетом 2-1 одержали победу над Лестером. В составе «Виллы» результативными ударами отметились Мэтт Таргет и Трезеге. Единственный мяч Лестера на свой счет записал Келечи Ихианачо. Напомню, первая полуфинальная встреча завершилась со счетом 1-1. «Астон Вилла» вышла в финал Кубка лиги впервые с 2010 года. Тогда команда в решающей игре уступила Манчестер Юнайтеду со счетом 1-2. Всего в активе бирмингемского клуба 5 побед на этом турнире. В финале Астон Вилла встретится с победителем манчестерского дерби между Юнайтед и Сити. Матч за кубок пройдет 1 марта на стадионе Уэмбли. Полузащитник английского футбольного клуба «Тоттенхэм» Кристиан Эриксен подписал контракт с итальянским «Интером». Об этом сообщает пресс-служба миланской команды. Соглашение с 27-летним датчанином рассчитано до лета 2024 года. Стоимость трансфера составила 20 миллионов евро. В текущем сезоне Эриксен провел в составе «Тоттенхэма» 28 матчей в разных турнирах, в которых забил 3 мяча и сделал 3 голевые передачи. Ранее полузащитник выступал за нидерландский «Аякс», вместе с которым трижды выигрывал национальный чемпионат, а также становился обладателем Кубка и Суперкубка страны. Также в активе футболиста 95 матчей в составе сборной Дании, в которых он забил 31 мяч и сделал 23 ассиста. Британский пловец-экстремал Льюис Пью, посол ООН по делам океанов, устроил заплыв среди антарктических льдов, чтобы привлечь внимание к их тайне, рассказывает Елена Островская. Выносливости этого человека могут позавидовать все любители зимних купаний. Британский пловец-экстремал Льюис Гордон Пью отправился покорять ледяные воды Восточной Антарктиды. 50-летний спортсмен и посол ООН по делам океанов без гидрокостюма и прочей специальной экипировки проплыл по голубым рекам, образовавшимся в результате таяния ледников. Часть его маршрута пролегала прямо в узких туннелях подо льдом. Пью говорит, что ничего прекраснее в жизни не видел. Вода в одном туннеле поднялась, и я понял, что кролям тут не проплыть. Приходилось огибать уступы в очень узком пространстве. Но какие же невероятные там цвета! Начинается с бирюзы, потом переходит в глубокий синий. Выныриваешь, а там индиго и лиловый, и ты видишь прекрасные сталактиты на своде. Команда, с которой Пью приехал в Антарктику, сделала замеры. Температура воды была около нуля, воздуха минус 15 градусов. Однако отважному пловцу не привыкать. Льюис – бывший полярник и единственный человек, покоривший длинные дистанции во всех 5 мировых океанах. На пресс-конференции в Москве в понедельник Пью рассказал, что экстремальное плавание – лишь часть его кампании по привлечению внимания к проблемам Восточной Антарктиды и других уязвимых регионов.
Самое главное начинается потом. Ты едешь в Москву, в Вашингтон, в Пекин, садишься за стол с мировыми лидерами и объясняешь им, эти места нуждаются в защите, поскольку от них зависит наше будущее. Иногда тебя отправляют восвояси, но ты должен возвращаться и просить снова и снова. Надо быть стойким. И в этом Пью нет равных. Его способность противостоять холоду и повышать температуру тела перед заплывом давно восхищает и интригует ведущих спортивных специалистов. Они прозвали Льюиса полярным медведем. Якутяне завоевали 11 медалей на турнире по плаванию «Амурские тигрята» среди юношей и девушек с 2007 по 2010 годы рождения. Соревнования прошли в Хабаровске. Как сообщает «Спорт Якутии», участниками масштабного старта стали около 300 спортсменов из 5 регионов страны. По итогам состязаний в активе сборной Якутии 3 золотые, 4 серебряные и 4 бронзовые медали. Лучшего результата добились Таисия Степанова, завоевавшая награды высшего достоинства в заплывах на 100 метров баттерфляем и комплексном плавании на 200 метров. Также на высшую ступень пьедестала турнира взошла Елизавета Бакулина, первенствовавшая на дистанции 100 метров вольным стилем. Это были новости спорта. Всего доброго.